вами речи в коми-языке. Давайте же вспомним, что это такое. Служебные части речи помогают основным частям речи, прилагательным, существительным или глаголам выразить более точный смысл. С помощью служебных частей мы уточняем, мы отрицаем, мы даем конкретику. На прошлом уроке мы с вами познакомились с частицей кывтор, а сегодня мы с вами познакомимся со служебной частью речи, которая называется «Чорний кост кыв». Чорний кост кыв. Черный кост между разговорами, черный кост, серединка разговоров, можно так сказать, и кыв, маленькая часть слова. Междометия очень редко выступают отдельно, индивидуально. Мы междометия добавляем к основным словам, чтобы придать более четкий смысл предложению или слову. В каком языке междометия разделяются на две группы, на такие же две группы, как и в русском языке. Первая группа — это междометия, которые дают более четкую эмоциональность, а вторая небольшая группа междометий — это междометия, которые служат сигналами для людей или для животных. Давайте мы с вами разберем первую небольшую группу. В русском языке самые распространенные междометия — это ах, какой же красивый пейзаж. Или ох, как же я устала. Ура, я победила. Или фу, мне это не нравится. Вот эти очень маленькие слова, междометия, более четко дают понять, о чем мы хотим сказать. Если я просто скажу «я так устала», мне никто не поверит. Если я придам более четкую эмоциональность «ох, как же я устала», мне кажется, больше человек меня поймут и поверят в мою усталость. В каком языке междометия также очень похожи на русские. Если в русском языке мы говорим ох, то давайте вспомним с прошлых уроков, то есть в каком языке мы чаще вместо буковки х говорим к. Вместо ох, мы говорим ох, кыджими-муджи, ох, как же я устала. Вместо ах мы также говорим ак, куча меча вырва, ах, какая красивая природа. Междометия ой, я да ой, я, или о, или у. Мы их используем в разговоре, когда чему-то удивляемся. Ой, я да ой, я. Да вы что? Есть еще междометия, которые произошли от обычных слов. Например, тырмас, хватит. А если мы говорим тырмас ещалыгишны, хватит читать. Или можно сказать довольно читать. Когда мы говорим тырмас, это уже служит междометием. Все, хватит, все, тырмас. Или пом, что означает все, конец. Есть очень интересное междометие ноко. Например, ну-ка, локтаче, ну-ка, иди сюда. Междометие атте, кучем диве. Ах, какое диво. Или еще мы можем сказать, если сильно удивляемся, и нам эта новость нравится, мы говорим «Що диво, 100 чудес». Що диво — это также междометие. Какое чудо. Вторая группа междометий — это междометия, которые используются служащие сигналами для людей или для животных. С помощью этих сигналов можно учить детей разговаривать, им так будет легче. Если мы с ними знакомимся с животным миром, мы не говорим сразу, что лошадь это вэв, а просто спрашиваем, что говорит лошадь? Лошадь говорит иго-го. Иго-го — это также междометие. Кыдишуа маскыс, маскышуа му, корова говорит му. Кыдишуаны курагьяс, кыдишуарнитаны курагьяс, курагьяшуаны ко-ко-ко-ко-ко. Когда мы к себе зовем кошечку, мы говорим кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Когда мы гоним лошадь, мы говорим «Но, адеджикму, но, езжай быстрее!» А если животное к нам подходит, когда мы чем-то заняты, мы говорим «Уш-татыш, брысь отсюда! Уш-татыш, уш, брысь» — это также междометие. Тавлен ставы сьорт яс. Адиш летейч.